на свете музыка. Много ходил он по земле, ды все грал на скрипце. И плакала у яго руках скрипка. И такая была у яго грань не нуда, что аж за сердце хапала. Плача скрипка, льют люди слезы, а музыка стоит и выводит еще жалостней, еще нудней. И болело сердце, и подступали к вачам слезы, так и ударуся об грудью об землю, да все слухал бы музыку, все плакал бы по своей доле. А бывало еще и так, что музыка быццам вырастал в очах людей, и тады грал моцно, гучно. Гудять струны, звонить рынка, бас як гром гудить, и грозно будет от сну, и заветь он народ. Люди поднимали опущенные головы, и гневом великим блещали их очи. Тады бляднели и тряслись, як у лихоманцы, и ховались от страху, як тыя гадзюки, усе крыўдзители народу. Многое хотела купить у музыки скрипку яго, але ён не продал яе нікому. И ходил он далее меж бедным людом, и граннем своим будил от тяжкого сну. Але пришел час, и музыки не стало. Злые и сильные люди кинули его у турму, и там скончилось жыццё его. И тыя, што загубили музыку, сами взяли его скрипку и пачали грать на ёй народу. Толькі гэтая грань нічога людям не сказала. «Добро граете», — говорили им, — «да ўсё не тое». И никто не мог растлумачыць, чаму ад грання музыкі так моцна билося сердце бедакоў. Ніхто не ведал, что музыка усю душу свою клаў у игру. Душа его знала ўсё тое гора, что бачыў ён па людях. Гэта гора грала на скрипце, гэта яно водила смыком по струнах. И ніводзін сыты не мог граць так, як грала народная гора. Прайшло шмат гадоў з таго часу. Скрипка разбілася. Але памяць аб музыку не згінула з ім разом. И спомеж того народу, которому ён калісьці граў, выйдут десятки новых музыков, и граннем своим будут будить людей к Свету, правде, братству и свободе.